во вторник отрисую и в среду новый пост выложу. Все, отлично, тогда договорились. Две подруги разговаривают через онлайн-связь, но обсуждают они не девичьи секреты, а рабочие моменты. Одна из них, Надя, проживает и работает в Санкт-Петербурге, другая, Алина, в Кызыле. Девушек объединяет любовь к творчеству, а точнее к комиксам. Проект обдумывали с лета прошлого года, а запустили в декабре. Интересно то, что у нас проект, он такой уникальный, потому что мы делаем комикс, основанный на сказках Тувы. Он об Акту и Баре, брате и сестре, которые попадают в альтернативный мир и начинают встречаться с различными сказочными персонажами. Так как сказки Тувы читали, думаю, в детстве все, ну вот кто в Туве родился, думаю, что им было бы интересно прочесть уже в таком современном формате, так как мы ориентируемся именно на современные мультфильмы, мы вдохновляемся тем же аниме, вдохновляемся и пытаемся брать все самое лучшее и использовать современные технологии. Тексты пишет Алина, затем она отправляет их Наде, а та в свою очередь накладывает их на картинки. У Нади лингвистическое образование. Аниме увлекается с детства. Интерес дочери к рисованию родители, конечно же, поддержали. Хобби затем переросло в этот уникальный проект. Она окончила курсы в частной школе под началом выпускников Академии Штиглица в Санкт-Петербурге, а также курсы анимации при киностудии «Лендок». Сейчас это самостоятельная практика. Я думаю, что, возможно, я поступлю куда-либо в дальнейшем, но сейчас мне нужно именно базу академическую расширить и укрепить, так как профессионального образования у меня нет, и мне нужно этот пробел закрыть, прежде чем поступить уже в государственное учреждение. Человеку, незнакомому с комиксами, не увидеть разницы между стилями, говорит девушка. Признается, что придерживается французской школы, яркий представитель которого Жан Жиро, и в основном вдохновляется работами тувинских художников. Для комикса я смотрю именно на тувинский фольклор и на рисунки тувинских художников. У меня есть книжки со скульптурами, с узорами, и плюс ко всему я хожу в музеи и там делаю фотографии, и оттуда уже стараюсь какие-то образы брать. Алина начала писать рассказы с детства, в основном для себя. Всерьез взяться за литературу подтолкнула Надя, предложив попробовать себя в жанре комиксов. Цель проекта, по словам девушек, популяризация тувинской культуры через рисование. Для нас цель этого проекта – это популяризация тувинской культуры не для местного населения. Ну, то есть, конечно, в первую очередь у нас аудитория из Тувы, им интересно, но мы хотим и также рассказать о тувинской культуре людям из регионов, из России. И не только из России, нас читают за рубежом уже тоже. Там небольшая аудитория, но так или иначе мы хотим расширять географию и как раз-таки доступным способом донести информацию о нашей культуре и о родном крае. Истории публикуются раз в 2 недели и сейчас планируют набрать обороты, так как читатели ждут выхода новых серий с нетерпением. Комиксами работа по истории Тувы не ограничивается. Алина, например, проводит и онлайн-викторины. Вопросы берет из работ Николая Катанова. Нашим зрителям надо было догадаться, сколько что стоило в 1892 году. То есть, например, там все рассчитывалось в овцах, либо там в другой, и надо было, например, сколько стоит бык. Например, там сколько там, 6 овец, 8, 10 овец. И вот эта игра как раз была довольно популярна и хорошо принята. Но это один из примеров. Вот так хобби девушек плавно переросло в единственный в Туве контент. Пока девушки работают на энтузиазме и любви к своему увлечению. Но надеются и на коммерческий успех, ведь субкультура аниме или комиксов развивается быстрыми темпами и уже находит отклик в сердцах почитателей. Ника Мангуш, Культагина Шина, 8 канал ТВ.